такого не было, никто не ездил. Здесь такой бруствер. Сейчас я это проскочу. Ну вот, ребят, я от села примерно отъехал где-то, ну, с километр немного. Здесь я вижу пустырь, вот это место, и там уже дальше тайга. Вот здесь я попробую на пустыре пройтись. Сперва на одних лыжах, потом на других. И схожу я еще по тайге поброжу. Ну, примерно вот посмотреть, как себя держат, как себя покажут лыжи в таких условиях, когда снег не держит. Именно сейчас снег у нас не держит. Ну что, ребят, вот те самые лыжи, которые мне подарили. Они широкие, легкие, так скажем, не толстые. Амортизация вот такая гибкая, она вообще гибкая. Так, дальше я взял рулетку, чтобы уже все конкретно вам показать. Так, ширина этих лыж 18 сантиметров. 18 сантиметров. Длина, это интересно. Длина 1,90 м. 1,90 м. 18 на 1,90 м. Дальше самодельные лыжи у меня. Ну, здесь такой камус. Я не знаю, какой материал, из чего он. Нерпа или что там, не знаю. И мои самодельные лыжи, вон они. Здесь камус, где-то ширина камуса 7 сантиметров. Сама лыжа 13 сантиметров. У нас обычно 12 сантиметров стандарт делают в нашем селе. Но я сделал 13. Я не знаю, может, как сказать, для того, чтобы лучше было, но разницы никакой я не вижу. И 1,70 м. 1,70 м на 20 сантиметров они, эти лыжи, короче. Вот. Так что 13 сантиметров ширина, 1,70 м длина и камус 7 сантиметров. Вот. Ну, сейчас сперва пройдусь на одних лыжах, потом на других, на своих. Самодельные, из елки. Они, конечно, потолще. Потолще, но и покрепче. Намного крепче. Здесь вот, на этом месте, глубина снега. Вот сейчас февраль месяц у нас вот. Февраль месяц. И глубина снега это 60 сантиметров. Так, если до земли примерно 70 сантиметров глубина снега. 70 сантиметров. Севернее намного больше. Там на сантиметров 20 еще больше снега. Так. Ну что, глянем. Как себя покажет.
Первое ощущение я почувствовал. Блин, в натуре легко идти. Легче как будто идти. Сейчас я на своих лыжах еще также пройдусь туда-сюда. Но, блин, что-то интересное для меня. Такие лыжи широкие это. Сейчас глянем свои. На узких лыжах тяжелее идти. Они короче и тяжелее в натуре, блин. Сейчас я рулеткой посмотрю, сколько я проводился там. Покажу. Так, ну вот такие, борозда такая остается. Сейчас я по чередке, чтобы мне там вот самое хреновое место было, где не держит снег. Здесь более-менее, ну, видать, ветром намело, и бруствер такой. Вон, смотрите, присматривайтесь. Вот моя колея от моих лыж. И вот колея от подарка, широкие лыжи. Так. Смотрите, как я проваливался, ступеньками прошел. Глубина какая. Интересно для меня, это все становится интереснее. Короче, сейчас глубину проверю. Глубина провала 26 сантиметров, 26 у широких лыж. Здесь примерно так же, 170, ой, 26-27, но и местами 36, местами 36 сантиметров. Так, еще там я широкими лыжами пройду. Интересно. Вон, смотри. Вот она, борозда моя от коротких лыж. Вот, видели? И здесь от широких лыж. Думаю, все-таки широкие лыжи переспорили меня. Переспорили, ребят. Вот как мне странно. Сейчас я еще пройдусь на них. Так. Опа. Ну вот. Одели и пошли. Здесь пока держит вот тот. Здесь, смотрите, если сравнить, вон как я проводился. А тут, ну, примерно так же, но, блин, как ни странно, легче идти. Легче идти, ребят. Вон она. Вот. Вот же показывает все. Вот здесь я мучился и шел. Провалился очень много. А здесь смотрите. Здесь смотрите сколько. 10 сантиметров. Одним словом, беру свои слова обратно. Действительно, закон физики никто не отменял, как мне писали. Широкие лыжи, на широких лыжах
когда не держит снег, легче ходить. Беру свои слова обратно. Спорил, не зная того, что действительно ни разу я не ходил. Сейчас я еще залезу в тайгу и там побродим для интересу. Вот. Ну, в тайге чуть-чуть даже лучше держат лыжи. А да нет, не скажу. Так же вон проваливаюсь, в принципе. Но все равно идти на широких лыжах мягче. Вот я чувствую, что сколько лет я, 30 лет, не меньше ходил. Обычными лыжами и охотничьими, и всякое было. Но, ребят, смотрите. Действительно. Вот со временем начинаешь понимать свою жизнь, что делал много лет неправильно. Это говорит о том, что первое, что я говорил насчет печки кирпичной, потом перешел на буржуйку. Буржуйка намного лучше. Вот сейчас я понял, что широкие лыжи, когда не держит снег, ходить легче. В натуре легче. Прямо чувствуется. Сейчас не поленюсь, еще пройдусь на своих лыжах, именно по тайге, вот вдоль этой тропы. Вот местами так проваливаются тоже лыжи. Но это нормально, это так и должно быть. Вчера я говорил, что хотел бы укоротить эти лыжи, но сейчас в сани вроде нормально влезли. Ничего не стану укорачивать. Пускай так будет. Именно эти лыжи, на этих лыжах буду ходить, когда не будет держать снег. Да. Вот такая борозда. Что тут творилось? Люди не поймут, наверное. Так, чтобы не проехали на буране вот тут. Так, ну и сейчас одену вот свои лыжи еще. Прогуляюсь. Полный тест сделаю. Полный тест драйва. Опа. Вот. Все, поехали. Да, вот смотри. Тянет, тянет к земле. Больше. Да. Да, ребят. Смотри. Следы на широких лыжах. Следы на обычных охотничьих наших лыжах. Все. Я не прав. Я не прав в том, что я спорил с вами, ребят, с теми, кто насчет лыж говорил, гибель. Во-первых, мои лыжи короче и уже. Вот и вот такая картина. Вон. Поворот такой на широких лыжах. И вот мой на своих. Да. Вот это да. Действительно. Я ошибался. И поверьте мне, у нас сотни охотников, и с такими широкими лыжами никто не ходит. У всех стандарт 12 сантиметров. Знаете, что так и надо, скажем, если ты на охоту пойдешь, надо 2 лыжи взять. Потому что бывает, знаете, снег держит, а ты поехал на неделю, снег держит, и через несколько дней, сантиметров 30, снег выпадает, и снег перестает держать. Вот тогда встал на широкие лыжи и поехал. Фу, гуляй.
Ё-моё, блин. Точно, блин. Широкие лыжи лучше. Когда снег не держит. Да, тонешь. Вот на своих лыжах тонешь. Вон следы как. Сравниваю, ребят. Сравниваю хорошие с плохими. Вот это да. Вот так. Пипец. Да. Видели бы, как я спорил насчет лыж. Ругался, чего я не делал. Доказывал свое, блядь. А я-то, оказывается, не прав был. Беру свои слова обратно. Спасибо, Андрей с Москвы, который мне отправил эти лыжи. И буду рекомендовать своим охотникам из нашего села, чтобы они делали также широкие лыжи и не мучались. Вот такие дела. Можно, конечно, их чуть-чуть покороче сделать, но я переделывать ничего не стану. Только крепление хорошее поставлю туда. Настоящее крепление, чтобы хорошо одевалось там, регулировалось, можно так сделать. Ну, как у меня вот тут ремень. Вот тут у меня ремень. Как бы вот все это. Вон. Все регулируется под любой обувь. Также ремень. Сзади, чтобы крепить. Вон, смотри. Ужас. Ужас. Ужас, ребят. Спасибо, Андрей. Большое тебе спасибо. Вон, смотри. Ё-моё. Ай, бля. Ну, обычно мы в такие моменты, сейчас охотники дома сидят. Никто не выходит в тайгу, потому что снег не держит. Ну, вот на таких лыжах, блядь. И это не реклама тех лыж, вот, которые вот мне подарок отправили. Никакой ссылки сайта не будет. Это просто подарок. Открыли мне глаза. И не могу насладиться тем, что вот... Вон, смотри, сейчас еще покажу, ребят. Вон, ребят, следы какие, вон, видите? О, видите? Как ступеньки, это мои лыжи и вот подарок широкий. Пиздец, блядь. Вот это да. Ой, але, блядь, вот. Споришь. Оказывается, ты не прав. Это я себя ругаю. Сейчас еще одену вторые лыжи и пройдемся до болота, сходим. Там недалеко, примерно 500 метров, наверное, от силы. Ай, блядь. Ну... Так, ладно. Так, все хорошо. Сейчас уже точно надо мне еще убедиться, что вот сейчас наговорил. Это было правильно, без обмана. Хожу, болтаю, не знаю, заснялось, нет. Сейчас я прошелся на своих лыжах и снова встал на подарок. Вот подарок, пускай название подарком будет. И я с первой минуты, когда я одел вот первый раз здесь, я сразу почувствовал легкость ходьбы в такой непогоду, когда не держит снег. Действительно, на них легче. Вот, как ни странно, скользит хорошо. Это, я не знаю, вот, может, у меня эти, как сказать, камус еще что-то где, что вот это вообще скользит. Как ни странно. Да, скользит. У меня лыжа обычная доска и там еще камус небольшой. Да, давайте сходим до болота тут. Блин, легче.
Легче, легче. Вот только ремень надо подогнать хорошо, чтобы все было. Да, ясен хрен, это 100%, даже 200% легче. Вот. Вообще не проваливается. Вот. Это чудо лыжи какие-то, блин. Будто я сейчас с ней иду, а лечу. Именно вот такое ощущение такое вот. Именно легкость чувствую. Вообще жесть. Да. Когда снег не держит на своих лыжах, ты идешь, мучаешься, бля. Ну, мучаешься. Просто ты много не пойдешь. Много километров не пройдешь. Будешь умирать там. Вон как просека вот тут. Всегда я ищу вот такой вот, видите, пустырь. Сразу вот таким пустырям вот легче. Не задеваешь деревья. Когда задеваешь деревья, это снег с деревьев падает и на шиворот попадает. Всегда ты сырой такой. Как же хорошо. Вообще лыжи классно идут. Ну, спасибо, Андрей. Вот ты с подарком угадал. Открыл мне глаза. И все это дело. Действительно идти легче. Вот леса прошла, тут следы. Это леса. Вот местами есть такие вот места, которые эти, ну, тяжелее идти. Сейчас еще пустырь, вот тут болото. Вот. Ну, некоторые так виртуально со мной пробляются. Это хорошо. Сегодня на полях, на болотах вообще жесть. Это жесть, это сейчас в данный момент 20 градусов холода и очень ветрено. Прям через одежду вот ветер проходит. Любая одежда проходит. Скажем, если как немцы носят одежду из оленины, может кожа еще не пропустит. Бля, вообще класс. Ну здесь примерно проваливаться сантиметров 10, но я это не чувствую, этой тяжести. Сейчас бы на обычных лыжах меня вот так вот тянуло бы задник бы лыж, вот так вот. Тонет он, тонет. Хоть ты сейчас беги, вон. Смотри, ребят, я бегу. Вот, легко бегу и можно догнать любую этот. Кого ты догоняешь? Легко идти. Вот так и ходим мы в тайге. Бывает и надо догонять зверя. Подранка, там еще что-то. Всякое бывало. Фух. Это сейчас я как по парку хожу. Ни хрена нету. Вот следы. Вот. Фух. Здорово вообще. Лыжи меня, конечно, обрадовали. Не могу нарадоваться, блядь, как ребенок радуюсь. Хорошо. Набегался сегодня. Ладно, возвращаемся. Потому что фильм будет, бля, ужасно длинный. Ой, отдышка сразу появляется. Я не знаю почему. Вроде не курю, ничего. Не знаю. Фух. Вот мои следы. Видите? А обратно уже по такому следу вообще 10 раз легче ходить. И всегда охотники с напарником вот в такие дни ходят. Один где-то полкилометра пройдет. Потом меняются. Вот. Чтобы больше расстояния пройти. Вот так.
хорошо. Вспотел. Это то, что внутри весь шлак плохое выходит, когда потеешь. Энергия там, сердцебиение мощное и, как сказать, кровь бегает там, не застывает, не сгущается. Вот поэтому надо все время ходить. В старости хоть, когда ты прошел пару километров в старости, еще не надо там сидеть. Счастливые люди, там пенсионер, участник, ветеран войны, правильно он тогда сказал: если, говорит, я сяду, уже не встану. Поэтому надо ходить. Иду параллельно своей лыжне. Вот. Потому что я еще не насладился и до сих пор еще не верю, что можно вот такую время, вот когда снег не держит, можно с легкостью ходить. Я удивлен. Просто удивлен. Интересно. Очень интересно для меня. Ладно, сейчас развернемся и обратно поедем домой. Что хотел, показал, заснял вам. Это все правда. Это не выдумка. Я ждал именно тот период, когда снег не держит. Глубокий снег уже, 70 сантиметров. И где-то на обычных лыжах ты проваливаешься 30-40 сантиметров. И эти лыжи, которые вот мне отправили, они дорогие, блин. Но стоит тех денег. Как-нибудь в следующий раз сам я также попробую сделать такой ширины, поуже, конечно, и попробую сделать из осины. Не из елки, а из осины. Из осины она очень легкая получается. Хорошие лыжи тоже. Вот. Тоже широкие сделать, попробовать. Да и всем рекомендую нашим нюрнбергским сделать для охоты вот такие лыжи. Но они, блин, такие гибкие вообще. Вот я, как, блин, амортизация, вот так иду, боюсь, что сломается. Но, блин, плавает аж, прям чувствуется еще. Вот играет. Лыжи действительно как-то играет. Вон, смотри, колея какая. Вот для сравнения. Вот моя лыжня, вот. Вот широкие лыжи. Блин, 10 сантиметров, 12 сантиметров проваливается. И тут такая колея. Так что имейте в виду. Вот. Видели, как я спотел? Вообще класс. А ремень, вот смотрите. Вон они. Это времянка, вот такая получилась. Да и вообще как-то ненадежная. Надо переделать все это дело. Если недалеко ходить, это другое дело. А если ты пойдешь, скажем, за 15-20 километров и у тебя что-то случится с ремнем, да и вообще надо с собой таскать гвозди, топор, шнур какой-нибудь. Потому что бывало там лыжи ломались, скажем, один раз случай у меня был с дедом. Мы сходили в тайгу, и он шел сзади меня и не догонял. Я не знаю, что случилось, думаю. Пошел, а он там с топором ремонтирует лыжи. Короче, такую вот доску сделал. Ну,
прибил. Идти было оттуда 17 километров примерно. Вот. 17 километров. Но была уже весна, по насту ходили. Дело было такое. Но он сломал лыжи. Потом ремонтировались. Фух, как же хорошо. Не поверите, но мне так сегодня хорошо. Я не знаю почему. Здесь ветра не так много и просто вот тишина. Лес гудит еще. Лес гудит только вот. Прям, я не знаю, как-то радостно на душе. Вроде ветрено, холодно на ветру, но все равно спокойно сегодня мне на душе здесь. Спасибо, Андрей. Еще раз большое тебе и действительно мужское большое спасибо за эти лыжи, которые ты мне отправил. Вы или ты. Некоторые обижаются, когда я переписываюсь все время на вы переписываюсь. Всегда мне пишут, давай, Олег, на ты. Очень большое спасибо. Мне эти лыжи понравились. Я вообще категорически против был таких широких лыж, но, блин, они так хорошо идут. Они так хорошо катят, они идут, вот, скользят. Чувствую вот человека, вот эти лыжи, вот как будто вот под ногами они работают. По бугоркам они как плавают. Вообще странно для меня. Я ни разу на таких лыжах не ходил, ни разу. У меня жесткие лыжи самодельные, жесткие, действительно, у меня жесткие лыжи и совсем небо и земля с этими лыжами. Что они как это сделали, не понимаю. Из какого материала? Мне до этого далеко. Это уже как-то профессионально все сделано. Они тонкие, и вот самое опасное это, чтобы они не сломались, конечно. Вот это. А так понравились. Вот. Ну что, буду разворачиваться и поеду домой. Спасибо всем, кто смотрит меня. Обязательно, как сказать, поставьте лайк, дизлайк, что заслужил. Поделитесь в соцсетях моими фильмами. Ну, одним словом, все. До новых встреч, до нового видео. Всем пока и не болейте. А я сейчас развернусь и поеду домой. Вообще они как-то... как они сделали это? Вообще они... Вот прям ходуном ходят. Амортизация вот такая, плавает.